Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня «Утро Якутии» приветствует всех наших любимых телезрителей, кто сейчас только, возможно, просыпается, а кто-то уже в активных действиях, да, возможно, собирается в школу, на работу, да. Но в любом случае, я думаю, что вы находитесь у экранов телевизора на телеканале НВК Саха и Якутия-24. Доброго всем утра! Да, Дарьян Кехова, Павел Танин всю эту неделю с вами были. И, конечно, завершаем рабочую неделю тоже вместе с вами. Пятница, наконец-то, на день недели. Мы этого дождались. Ура! Больше даже и говорить особо-то и нечего, потому что, все говорится само за себя. Тем не менее, ближайшие 50 с небольшим минут вместе с вами будем встречать этот день наступивший и, конечно же, заряжать вас хорошей энергией и давать настрой на день наступивший, опять же. И чем мы это будем делать? Много всего интересного у нас, как всегда, приготовленные интересные гости, будем с ними разговаривать, интересные вопросы обсуждать. И, конечно же, завтрак мы приготовим, как же без этого в пятницу. В конце обязательно послушаем, настроимся такой на музыкальную волну. И, конечно же, будет место для удивления в нашем эфире сегодня. Вот. Что это за удивление, чуть позже мы узнаем. Ну а по традиции, конечно же, давайте узнаем, что за окном сейчас происходит, какая погода. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 6 градусов. В заречной группе 6-12 выше 0. В южных 5-8 градусов тепла. В Вилюйской группе до плюс 13, в Нижнеленских 11-12 выше 0. В западных районах 5-12 тепла. В Колымандигирской группе Улусов минус 2 плюс 6, в Янских до плюс 11. На северо-западе ожидается до 11 тепла. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 12 градусов. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Штиль. Сегодня днем без осадков. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 23 градусов. Вот пока мы рассказывали про погоду, Даш, только что был звонок. Кто звонил, знаешь? Наши коллеги из информационной службы говорят, мы уже новости хотим рассказать. Ну, мы не будем их задерживать вас. Давайте послушаем, чем они порадуют. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Пропуск транспорта по мосту Благовещенск-Хэйхэ вырос в 4 раза. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов. Он напомнил, что в регионе строится также трансграничная канатная дорога. Ее планируют создать в 2025 году. Регион рассчитывает и на строительство еще одного транспортного коридора железнодорожного моста между селом Джалинда в Преамурье и китайским городом Мохэ. К концу этого года золотодобывающие компании Якутии планируют добыть не менее 50 тонн золота. Согласно предварительным данным, за первые 4 месяца этого года было добыто 12,5 тонн благородного металла. Производственные мощности и коллективы компаний «Полюс Алдан», «Селегдар», «Полиметалл», «Нордголд», ТЗРК и «Западная» способствовали увеличению объемов производства. В Якутии запущены новые крупные проекты, включая разработку месторождения Кючус, что позволит России укрепить свой статус мирового лидера в горнодобывающей отрасли благодаря выходу на полную мощность. Также добыча серебра в Якутии к концу этого года может вырасти до 200 тонн. Уже сейчас за январь-апрель регион добыл 97 тонн. Не снижать планку удается за счет эксплуатации месторождения «Прогноз», годовое производство которого составляет 500 тысяч тонн руды. Напомню, что для восполнения и развития минерально-сырьевой базы России разработан и действует федеральный проект «Геология. Возрождение легенды». Президент страны поручил выделить в федпроекте «Дальний Восток», чтобы повысить геологическую изученность региона, а Якутия стала пилотным регионом по интенсивному наращиванию минерально-сырьевой базы страны. В чем секрет якутского кино? Под таким названием в столице республики прошел круглый стол, главной темой обсуждения которого стало кинопроизводство с точки зрения бизнеса. Спикерами мероприятия стали якутские эксперты, принимающие непосредственное участие в создании кинокартин. Участниками были подняты вопросы о том, как создать фильм, который принесет не только популярность, но и большую прибыль. Разобрали ключевые моменты создания кинофильма, а также узнали об основных этапах производственного процесса и главных игроках современной киноиндустрии. Сейчас действительно Якутию, нашу республику, знают, наверное, в первую очередь по кино.
Куда бы вы ни приехали, как бы сразу говорят, что вот у вас кино развивается. Вот. И это одна из ведущих креативных индустрий сейчас, которой нужна поддержка административная, правительственная, финансовая. Ежегодно в учебных заведениях республики открываются школьные музеи. В Нерюнгри новый историко-краеведческий музей организовали в школе номер 13. Сначала в помещении провели капитальный ремонт. С экспонатами большую помощь оказали жители и представители ретро-клуба автолюбителей. В 3 комнатах представлены 3 темы: история школы, Великая Отечественная война и общий зал эпохи Советского Союза. В музее будут проводиться экскурсии, классные часы и другие школьные мероприятия. У нас около 1000 детей, еще 1500 родителей. Я думаю, что мы все здесь у нас будут. Здесь будут проводиться классные часы. Здесь будут проводиться уроки мужества, тематические занятия. Я думаю, что здесь будет очень интересно и познавательно для наших детей, и в том числе родителей. Паша, как давно ты видел Руслана? Руслана Ачирова. Ну, как традиционно, после крайнего выпуска «Испытан на себе», я его лично не видел вообще. Ну, конечно, это шутка. Руслан ведет наши эфиры, то есть на одну неделю ведем мы, другую неделю Вероника с Русланом. Но сегодня технологии не стоят на месте, до чего дошел прогресс. В общем, сегодня... Я наконец-то его увижу. Да, ты наконец-то можешь увидеть прямо здесь и сейчас. И где же он находится и чем он занимается, мы узнаем сию минуту. Руслан, здравствуй, доброе утро. Доброе утро, Даша. Доброе утро, Павел. Действительно, сегодня замечательное, прекрасное солнечное утро. И здесь, в городе Якутске, сегодня проходит всероссийская акция, которая называется «На работу на велосипеде». И мы находимся на одной из энергетических точек в городе Якутске. 2. Одна на площади Орджоникидзе, вторая около Института геологии. И более подробно мы сейчас узнаем, что это за энергетические точки, что можно здесь получить. Ну и, соответственно, более подробно поговорим об акции с организатором акции. И по новой сейчас, как видите, вот одни из первых велосипедистов, велеров, да, кто едет на работу, уже подъезжает к нашему столику, получает наклейки, получает раздатку и, конечно же, энергетическое подкрепление. Спасибо, что приняли участие. Итак, сейчас вот немножко заняты. И здравствуйте, расскажите нам про акцию. Ну, сегодня мы в первый раз в городе Якутске решили провести акцию на работе на велосипеде. Эта акция в России проводится уже порядка 10 лет. И у нас в городе вот в первый раз мы собрались и решили, что это будет прикольно поприветствовать велосипедистов, которые едут на работу. Но основная цель акции заключается в том, чтобы обратить внимание, что нас стало больше и что мы можем легко и просто воспользоваться наконец-то появившейся инфраструктурой велодорожкой и поменять экологический вид транспорта, применять его в повседневности. И поэтому мы приглашаем всех велосипедистов, всех, кто имеет велосипед. Если вы направляетесь на работу, заезжайте к нам на энергетические точки. У нас энергетическая точка есть на площади Орджоникидзе и в Институте геологии. Ну вообще, вот, допустим, сейчас, кстати, смотрите, обратите внимание, еще жители. Я думал, что очень рано, да, 7 утра, на самом деле. 7 до скольки проводится акция? С 7 до 9 утра. С 7 до 9 утра жители города Якутска по пути на работу могут заехать и подкрепиться, и получить... мы будем ждать вас в наших полочках. Отлично. Так, ну сейчас очень интересные у нас посетители, я так понимаю, что это семья. Получают... Давайте, во-первых, посмотрим, что получают наши участники. Это такой вот пакетик. Здесь находится самое, я думаю, экологическое подкрепление такое, очень энергетическое. Это бананчик и печеньки, причем фитнес. Также можно выбрать различные наклейки и небольшие раздатки от партнеров акции. Ну, а сейчас давайте мы познакомимся с... Вы семья, я так понимаю. Да, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Андрей, это моя супруга Италина, это наш сын Леня. Вот, сегодня мы на велосипедах едем в школу, на работу. Здорово. Ну, вообще, это ежедневно у вас, как бы, вы передвигаетесь на велосипедах? Ну, хотелось бы, конечно, чаще, но нет, не ежедневно. Вот, сегодня решили в первый раз все втроем на велосипедах добраться до школы, до работы. И вот
сразу же попали на акцию, очень приятно. Да, ну можно сказать, наверное, что акция даже как бы немножко сподвигает, да, людей на то, чтобы действительно забросить там машину или общественный транспорт, немножко разгрузить и сесть Да, на конечно, велосипед. конечно, мы все понимаем, у нас сейчас, к сожалению, везде большие пробки, вот, и для многих день начинается на работе вот с этого стресса, да, то есть люди собираются вроде бы вовремя, но обязательно простоять в пробке полчаса или час, это, конечно, нехорошо. Вот, велосипеды как раз-таки эту проблему решают. Сколько времени занимает дорога на велосипеде до работы? Ну, в городе Якутске, в центре города, не более 7-5 минут. То есть иногда даже, наверное, быстрее, чем на автомобиле. Конечно, да. А вы как девушка, да, здравствуйте. Есть какие-то сложности в передвижении по городу? Нет, мы даже с ребенком вот вдвоем, обычно без папы, ездим в теплое время года до школы. На велосипеде вообще никаких сложностей, особенно с новыми велодорожками, просто отлично. Здорово, здорово, спасибо. Но не будем вас задерживать. Желаем удачи, большое спасибо. И участвуйте в акциях. Смотрите, у нас здесь еще подъехали участники, еще 2 участника. Здравствуйте, как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Александр. Александр, вы на работу едете? Да. А это по вам видно, что вы, в принципе, очень такой, мне кажется, профессиональный велосипедист. С какого периода начинаете ездить уже на велосипеде? Ну, по факту я начал ездить недели 2 назад. Недели 2 назад, Да. то есть это вы открыли уже сезон. Да. На работу на велосипеде лучше ездить или на общественном транспорте, или на автомобиле? Лучше всего на велосипеде или пешком. Или пешком? Да, потому что пробки очень сильно мешают. А так, лучше пешочком прогуляться, но велосипед быстрее добираться. Здорово, спасибо, желаем удачи вам, успехов. Ну, как видите, друзья, акция проходит в полном разгаре. Велосипедисты подъезжают на своих двухколесных велосипедах и получают вот такие вот замечательные подарки энергетические. Причем, помимо этого, я еще хочу вам кое-что показать. Здесь, если вдруг что, даже есть такое пит-стоп, да, можно подкачать колеса очень хорошим профессиональным насосом, поэтому, друзья, подъезжайте в течение сегодняшнего утра. Напоминаю, что до 9 утра на площади Орджоникидзе и около Института геологии у нас проходит акция на работу на велосипеде. Но, в свою очередь, я тоже, как видите, приехал сюда не на машине и тоже сейчас присоединюсь к акции. Возьму подкрепление, возьму наклеечку и поеду на работу. Так, эту наклеечку я потом наклею. Ну, всем желаем доброго утра, бодрого начала дня и присоединяйтесь к акции. Пока. Спасибо, спасибо, Руслан. Поехал, поехал, поехал. Ну, собственно, мы надеемся, что едет-то он к нам в студию. Работа-то его здесь. Учитывая направление, то, возможно, и сколько времени было заявлено, минут через 5-7. Он будет здесь. Как минимум в нашем офисе он Ты появится. знаешь, замечательная акция. Сразу захотелось сесть на велосипед и поехать на работу. Но, во-первых, велосипеда у меня нет, ну и, собственно, я уже на работе. Поэтому эта акция пройдет мимо меня. А Но меня очень жаль. раньше тоже вела дорога педалей и колес, а потом мне попала стрела в колено. Но это отсылка на известный мем из игровой индустрии. В целом, да, велосипед очень классный транспорт. Я вот все надеюсь вновь завести себе железного коня и на нем ездить. Пока же по утрам я сейчас справляюсь спокойно с самокатами. Главное соблюдать правила дорожного движения. Что велосипед, что самокат, неважно. Не забывайте Всё верно. спешиваться на пешеходном переходе. Это важно. Ну а мы продолжаем наш утренний эфир, и традиционно по пятницам мы готовим. Сегодня у нас завтрак, ну просто пальчики оближешь. Не очень большой натяжкой будет сказать, допустим, что например, блины наши стары вообще как мир. Но это действительно так, потому что их предков, да, из определенной смеси блины готовили еще Очень давно. Примерно в 7-й 7000 году до нашей нашей эры. Сегодня, кстати, разновидностей блинов прижилось в разных странах огромное множество. Допустим, самые такие, наверное, распиаренные — это панкейки, тоже, по сути, блины. Ну, наши, естественно, блины, да, на масленице, которые французские есть. Во Франции, если я не ошибаюсь, называют что-то как будто бы крепы или как-то так. Ну, там еще, наверное, крепы, да, вот. Вот сегодня мы приготовим эти Крепы. только вот с муссом из крабового мяса.
Доброе утро, Якутск. Меня зовут Андрей, я шеф-повар ресторана Kitchen. Сегодня мы с вами на завтрак приготовим французские блинчики сюзет с муссом из крабового мяса. Для этого мы используем сливки 33%, 50 грамм, 50 грамм творожного сыра Филадельфии и 65 грамм мяса снежного краба. Первым делом мы с вами начнем с приготовления мусса. Чтобы в дальнейшем убрать его в холодильник, для того, чтобы он застыл, пока мы будем готовить блинчики. Что мы делаем? Берем, значит, миску, 50 грамм сливок, выливаем и взбиваем до кремообразного состояния. Важно в этом деле сливки не перебить, потому что они потом в дальнейшем могут начать расслаиваться. И получаем вот такую вот плотную массу, которая у нас с миски не выливается. Далее, пока мы также занимаемся взбиванием и смешиванием наших ингредиентов, мы заранее ставим сотейник с водой на плиту для того, чтобы ошпарить крабовое мясо. Мы это сделаем для того, чтобы оно разбухло, стало волокнистым и мягким. Потому что мы потом в дальнейшем будем его перебивать блендером. Добавляем 50 грамм сыра сюда же и используем кинзу. Кинза имеет довольно-таки специфический аромат и запах. Не все ее любят, но я вот по своему вкусу кинзу люблю, поэтому ее добавляю практически везде. Я считаю, что она хорошо сочетается с морепродуктами. Блинчики сюзет отличаются от обычных блинов своей пышной пористой структурой. Все благодаря технологии вообще приготовления. Она не совсем обычная. В дальнейшем я об этом расскажу и покажу. Сейчас у нас вода уже закипела, и мы отправляем туда наше крабовое мясо буквально на пару минут. Оно уже предварительно размороженное, поэтому его долго слишком не нужно держать в кипятке, иначе оно совсем все в кисель превратится. Все, наши крабовые палочки готовы. Сейчас мы уберем всю воду. Пока они остужаются, мы начнем приготовление наших блинчиков. Емкость должна быть обязательно сухая, без воды, иначе у вас белок просто не взобьется. Начинаем с минимальной скорости, постепенно ее увеличивая. Также можно добавить половину от нормы сахара или сахарной пудры. Так, наш белок готов. Тем временем вся вода от крабового мяса у нас сцедилась. Мы смешиваем это все со сливками и творожным сыром и пробиваем блендером. Тем временем мы возвращаемся к приготовлению наших блинчиков. Что мы делаем? Значит, мы соединяем желтки с остальным количеством сахара или сахарной пудры и все это взбиваем. Взбиваем до появления такого характерного белого кремового цвета. Соединяем с мукой, уже просеянной, и 250 литров молока. Немножко соли. Убедившись, что мы все хорошо взбили до однородности и у нас нету комков, мы соединяем массу из белков с нашим основным тестом. Взбивать не нужно, иначе белки просто осядут, и мы не получим тот эффект пышности, который нам нужен. Просто это все ложкой перемешиваем.
Итак, наши блинчики готовы. Мусс у нас остыл до нужной консистенции. Приступаем к выкладке. И для украшения используем микрозелень. Наши блинчики сюзет с муссом из крабового мяса готовы. Приятного аппетита! Ну а с 20 по 26 мая в России проходит неделя профилактики заболеваний эндокринной системы в честь Всемирного дня щитовидной железы, который отмечается 25 мая. От работы щитовидной железы зависит здоровье других органов. Это наша маленькая батарейка, можно сказать, контролирующая работу всего организма. Поэтому очень важно внимательно относиться к ее здоровью. Сегодня мы поговорим с Оксаной Захаровым, врачом-эндокринологом, который подробнее расскажет о том, как поддержать здоровье эндокринной системы и в каком случае нужно бить тревогу и обязательно бежать к врачу. Доброе утро, Оксана Николаевна. Доброе утро. Да, ну и сразу первый вопрос, да, как понять вообще, что у человека, ну, как человеку самому понять, что у него может быть проблемы с эндокринной системой, какие признаки этого могут быть, на которые стоит обратить внимание и, естественно, обратиться к специалисту. Каждый человек должен внимательно относиться к своему здоровью, так как любые изменения могут быть очень значимыми симптомами, которые могут указывать на отклонения в эндокринной системе, такие как это постоянная жажда, это изменение веса, учащенное сердцебиение, повышение артериального давления, это бессонница и нарушение сна, это изменение кожных покровов, выпадение волос, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, это хроническая усталость, боли в мышцах. Ну, то есть такие очень самом- распространенные, да? Да, Вот, как допустим, казалось бы, вы да. сейчас перечислили некоторые из этих, причем Да. есть у меня, но я сейчас уже начинаю переживать, а вдруг у меня есть проблемы с эндокринной Так не системой? переживай, обращайся к Вот, специалисту. отсюда следует вопрос, какие же анализы необходимо сдать после того, вот, допустим, как почувствовал те или иные недомогания из вышеперечисленных? Да, для того, чтобы выяснить, в каком состоянии находится эндокринная система, существуют анализы. Это проверка гормонов как щитовидной железы, так и других эндокринных органов. Основными симптомами гормонами щитовидной железы являются это тироксин Т4, триодтиронин Т3 и основной регулирующий гормон гипофиза, тиреотропный гормон, это ТТГ. Обычно этот анализ дается утром натощак. Это кровь из вены, который показывает, в каком состоянии находятся гормоны Т4, Т3, тиреотропный гормон. Подготовка к анализам, она немножечко требуется все равно. Накануне не допускаются интенсивные физические нагрузки, слишком жирная пища. Обязательно нужно сдавать кровь, приходить на голодный желудок. Можно выпить стакан воды перед сдачей анализов. Мгм. Так, в принципе, похоже на подготовку к любому любой сдаче крови. Плюс-минус, да? Ага, чтобы, естественно, Это прям не отдельно было так и погрешности. называется, анализ на гормоны. Да, это называется анализ на гормоны. Через терапевта. Именно. Да, можно взять направление у терапевта, пройти это обследование в поликлинике, и далее уже по результатам, которые получит терапевт, он посмотрит, какие дальнейшие действия предпринимать, направит ли к специалисту. Мгм. Ну вот говоря про симптом хронической усталости, мы сейчас живем в такое время, в которой хроническая усталость, наверное, у каждого человека присутствует. Вот как отличить, возможно, самостоятельно, что эта хроническая усталость именно связана с нарушением эндокринной системы, или просто я понимаю, что я там сплю в сутки 4 часа недостаточно, мне 2 дня нормально поспать, и все будет хорошо. Как выяснить? Да, симптомы заболеваний щитовидной железы, они в некоторой степени могут быть похожи на симптомы хронической усталости. Для того, чтобы уточнить, так ли это, обязательно, как мы уже сказали, это сдача анализов на гормоны. Обязательно нужно проверить уровень железа, так как железо тоже участвует в синтезе гормонов щитовидной железы. Необходимо оценить уровень витамина D, так как здесь у нас на севере этого витамина, конечно же, не хватает. Если уже имеются такие симптомы, как увеличение щитовидной железы, дискомфорт в проекции щитовидной железы, появление каких-то образований в виде шишек в области щитовидной железы, тогда, конечно же, обязательно уже надо отправиться уже к Бежать. специалисту, эндокринологу. Да.
А если человеку поставлен такой диагноз, как сахарный диабет, да, достаточно серьезный диагноз, да, нужно ли ему ограничивать, да, прям конкретно себя в чем-то, да, и запрещать? Или можно продолжать, в принципе, жить обычной жизнью, но контролируя определенные там моменты, употребляя какие-то препараты? Сахарный диабет – это хроническое заболевание, которое, несомненно, требует изменения образа жизни. Необходимо придерживаться следующих правил. Это первое, и все эти правила, конечно, важны, но первое правило, наверное, это самое важное. Это соблюдение принципов рационального питания. То есть необходимо полностью исключать рафинированные углеводы, это сахар, мед, варенье, это кондитерские изделия, выпечку. Необходимо ограничивать сложные углеводы. Помимо соблюдения диеты, необходимо также расширить свою двигательную, физическую активность. Даже простые пешие прогулки, они могут очень благоприятно влиять на состояние эндокринной системы, и физическая нагрузка, она может самостоятельно снижать уровень сахара крови. Помимо этого, необходимо регулярно принимать сахароснижающие препараты, которые назначил врач. И также самое важное, одно из самых важных, это проводить регулярный контроль сахара крови. Таким образом, соблюдая все эти правила, можно избежать осложнений такого серьезного заболевания, как сахарный диабет. Оксана Николаевна, а для профилактических целей, да, если все-таки мы считаем себя здоровым человеком, да, как часто нужно сдавать анализ на гормоны и делать УЗИ щитовидной железы? Да, анализ на гормоны можно сдавать в любом возрасте. Это могут быть дети, подростки, взрослые люди. Да? Анализ на гормоны, даже если нет никаких симптомов, можно сдавать 1 раз в год, потому что это позволит выявить начальные отклонения. Конечно, когда уже появляются симптомы, тут уже обязательно нужно обращаться к специалисту. Проводить УЗИ щитовидной железы необходимо хотя бы 1 раз в 3-5 лет, когда нет симптомов. Когда уже симптомы выявлены и есть заболевание, конечно, это нужно делать уже по рекомендации врача значительно чаще. Очень полезная информация, потому что, казалось бы, мы нет там про свое здоровье пытаемся заботиться все люди, но как-то про эндокринную систему, мне кажется, особо сильно не заморачиваемся, да, хотя поэтому очень важный аспект. Поэтому, дорогие наши телезрители, задумайтесь, возможно, сейчас после нашего эфира, запишите терапевту, сдайте просто анализ на гормоны. Это доступно, это несложно, это бесплатно, поэтому и, собственно говоря, потом врач, специалист оценит ваши результаты и, возможно, уже на начальной стадии вы можете побороть какие-то недуги. Спасибо большое за утренний эфир. Мы желаем вам в первую очередь здоровья. Всем здоровья. Сегодня 24 мая. По народной примете незамужним девушкам нельзя сегодня подметать, если они не хотят остаться без мужского внимания. Девочки, берем на заметку, не подметаем полы сегодня. Да, кроме прочего, 24 мая – прекрасный момент для расставания. Как бы странно это ни звучало. Если вы долго не решались на это, то день мокрого очень подходящий для разрыва с партнером по народному календарю. Есть вероятность, что вы сможете сохранить хорошие отношения. К таким действиям мы вас, конечно, не призываем ни в коем случае, но народный календарь, порой много чего интересного можно в нем найти, казалось бы, даже особо ненужного. Но, тем не менее, какими еще событиями сегодняшний день примечателен, давайте узнаем. На календаре 24 мая. Сегодня День славянской письменности и культуры, а также День кадровика в России. По народному календарю Мокий мокрый. Говорили, что если на моке работать в поле, град выбьет все посевы. Была еще одна примета. Если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А если на моке мокрого шел дождь, люди старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели красоту и силу. Этот день в истории. Указом Елизаветы Петровны учрежден первый в России банк. Телеграфом Морзе отправлена первая телеграмма. В Петербурге спущен на воду крейсер «Аврора», будущий символ Октябрьской революции. Экспедиция Умберто Нобеля на дирижабле достигла Северного полюса.
и прошел первый конкурс песни Евровидения. В этот день родились Жан-Поль Марат, французский революционер, лидер якобинцев, Виктория, королева Великобритании, Михаил Шолохов, советский писатель, Нобелевский лауреат, Иосиф Бродский, русский американский поэт, драматург, переводчик, Нобелевский лауреат, Боб Дилан, американский автор-исполнитель песен, актер, художник, Нобелевский лауреат. Именины сегодня отмечают Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил и Ростислав. Ты начни. Ну, Даш, как интересно, да? Вот знала ли ты, что конкурсы Евровидения, прости господи, уже столько лет, аж с 1956 года проводятся. Но мне кажется, конечно, в 1956 году это было совсем не то, что было в этом году. Да, действительно, все приходит и уходит, а музыка вечна. Здесь можно добавить такой интересный афоризм, как «жизнь коротка, а искусство вечно». Это крылатое выражение, первый афоризм знаменитого греческого мыслителя Гиппократа. Вот самое время поговорить о высоком искусстве в рубрике «Музейный гид». Перед вами произведение гениального художника, мастера, скульптора, ювелира, члена Союза художников России Александра Манжурева. Он создает изделия в малой пластике, ювелирные изделия, но они не утилитарного назначения, а это высокое искусство. И Александр Манжурев – это художник-исследователь, который изучает этнографию, традиции, верования, археологию. И все эти знания он воплощает в своих таких фантазийно-реалистических образах. У нас на выставке одно из самых необычных и самых крупных произведений – это якутское традиционное украшение Еленки Бейер. Но оно весит 2 килограмма 270 грамм. Это мощное, красивое украшение, которое предназначено не просто для якутской женщины, оно предназначено для богини Ан-Алахчин-Хатун, которая живет по верованиям на дереве и следит за нашим срединным миром, помогает ему. И здесь это украшение, как мы видим, оно как раз предназначено, оно на этом дереве, которое овитое конским волосом. Это не просто украшение, это мифологическая модель 3 миров Вселенной. Витая гривна верхняя показывает верхний мир с божествами Аи. Следом идет гривна, на которой показан якутский праздник Исэх. И в центре, конечно же, Алгасчит, который благословляет всех людей Срединного мира. А далее красиво, шумно струится вот этот водопад из серебра, эти звенья, которые поддерживают 2 головы лошади. Самое сакральное животное народа Саха, прародители народа Саха. В центре венчает солнце, которое тоже освещает людей Срединного мира. Это оберег. И уже внизу, по традиции, как нижний мир с злыми духами Абага, но это не именно злые духи, да, а это атрибуты шамана, которые помогают шаману трансформироваться и переходить вот в этот нижний мир. Это произведение под названием Ан-Алахчин-Хатун, оно очень часто экспонировалось на многих выставках. Произведения Александра Манжурева имеют люди в разных странах, очень высокие люди, но счастливыми обладателями его ювелирных изделий являются Мелани Трамп, Ким Кардашьян, принцесса Монако, семейство королевства Бахрейн и многие-многие другие. Мы приглашаем всех жителей посетить эту уникальную, фантазийную
красивую выставку, где вы познакомитесь с мирами и пространствами мастера Александра Манжуриева. Доброе сердце, владыки небес, внемлите моим словам, пошлите на землю поскорей крепкую защиту свою, долговечную силу свою. Обращаюсь к вам с горячей мольбой, кланяюсь низко вам, поклоняюсь вам. Так молила владык Аан Алахчин Хатун. Ну а помимо прочего, завтра в Якутии впервые отметят День Осохая, традиционного хороводного кругового танца народа Саха. В 2012 году в Якутске был установлен мировой рекорд Гиннесса, когда 15 293 человека одновременно его станцевали. Почему в Якутии, даже далеко за ее пределами, знают и любят Осохой? И каковы его истоки? А самое главное, какие же правила исполнения? Нам об этом расскажут наши коллеги далее. 97-летний Игор Осипов каждые выходные приходит в дом Арчи на воскресный Огохай. Заодно и в шахматы сразиться с друзьями. Именно движение и танец, как он считает, продлевают его активную жизнь. Когда горло все, мы поем, у нас горло всегда это, как говорится, свежее и не болеет. И старики это сейчас пришли, они говорят, мы здесь молодость возвращается. Огохай – это сакральный символ круговорота жизни, торжество светлых начал, сплочения и дружбы между людьми. Какой по длительности и яркости получится танец, зависит от запевалы, за которым вторят все участники Огохая. У каждого своя манера исполнения, и даже внешне они стараются привлечь к себе внимание. Ведь чем популярнее запевала, тем круг танцующих будет шире, а значит, благопожелания и молитвы поющего, направленные верхним божествам и духам земли, во столько же раз будут увеличиваться. По сезонам я меняю свое платье. В летнее время другое, в зимнее время другое. Должен быть тарбаза. Вот это на повседневке. А вот наряде у меня совсем белое с другим украшением. Долго вот носила, вот и поэтому такой вид, вот и поэтому придется каждый год менять. Изнашивается. Вот и поэтому придется каждый раз менять и платье, и головное убранство. Огохай имеет свои определенные правила, выработанные веками. И этот ритуал передается из поколения в поколение. Дархан Этечи, или сказитель Осохая, он чувствуется готово, он начинает говорить. И когда он запевает, скажем, начало, мы начинаем двигаться. Двигаться с левой ноги по кругу солнца. И самое главное, чтобы мы не нагружали чужую руку. Некоторые не умеют, они начинают вот крепко держать, там что-то шевелить. Это нельзя делать. Надо потихонечку взяли и аккуратненько вот пошли. Раз, два, и круг начался. В разных улусах исполняют Огохай по-своему. Как выделяют исследователи, сохранилось 5 вариантов круговорота танца. Огохай знают и любят не только в Якутии. В социальных сетях в последнее время можно увидеть, как якутский танец исполняют в других регионах России и даже за рубежом. И, как считают специалисты, это связано с возрастающим интересом к Якутии, к ее древней культуре. Люди хотят познать тайны нашего народа, чтобы тоже стать такими же сильными, такими же терпеливыми, которые выжили в этой суровой земле. А там у них-то чуть получше условия, но они хотят тоже уметь выживать. Поэтому они изучают нас и ищут наши секреты. И вот один из секретов – это наша Осоха, я считаю. А в самой Якутии еще не разгаданных тайн у Огохая тоже немало. Он, как ни странно, каким-то образом влияет даже на демографические показатели. В Нюрбинском районе, в Верхневилюйском, Сунтарском районе, в этих районах семьи с 3 и больше детьми являются где-то 1100, 1200, 1300. А в остальных улусах где-то, ну, скажем, до 1000 и вот так вот. Это о чем говорит? Это говорит о том, что там больше люди понимают друг друга и верят в свою нацию, и рождаются якут-саха, понимаете?
Это и есть демографический вопрос. Я считаю, Асохай в этом имеет тайную силу. Так что тайную силу Огохая, переданную предками якутов, еще предстоит разгадать не одному поколению. Туяра Филиппова, Георгий Григорьев, Якутск. Ходит. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Число вакансий в сфере IT за год в России выросло на 19%. Кроме того, прирост средних рыночных зарплатных предложений работодателей за год в Москве составил 9,8%. IT-сфера по-прежнему лидирует по темпам прироста заработных плат. Интерес к нейросетям все выше. Искусственный интеллект проникает во все сферы деятельности. Как следствие, IT-специалисты, владеющие навыками работы с использованием искусственного интеллекта, крайне востребованы и зарабатывают больше. Министерство здравоохранения Республики организовало межрегиональную научно-практическую конференцию по совершенствованию государственного и муниципального управления «Эффективный регион». В конференции приняло участие более 100 сотрудников из здравоохранения. На протяжении 2 дней будут заслушаны выступления ведущих медицинских организаций республики. В онлайн-формате заслушают доклады из Сахалинской, Липецкой и Кемеровской областей. Во второй день работы научно-практической конференции запланирован практикум разработки инфоцентра. Участники НПК могут воспользоваться уникальной возможностью личного общения с наставниками и кураторами от Росатом и Центра бережливых технологий Высшей школы инновационного менеджмента. Очень много сейчас в республике, в том числе здравоохранения, разрабатываются проекты, чтобы улучшить качество жизни наших жителей. Но мы сегодня доложили о своих результатах, потому что есть что рассказать за 2 года. На самом деле, действительно, они впечатляющие результаты, потому что мы показываем эпидемиологию, мы показываем, насколько распространен рак шейки матки, насколько распространена ВПЧ, инфекция среди женщин. Так, например, каждая 10-я женщина при обследовании показала положительный результат. Это достаточно много и часто. В Верхневилюйске жители проходят профилактический осмотр в выездной лаборатории на базе КАМАЗ в рамках недели профилактики заболеваний эндокринной системы. Идет забор анализов крови, анкетирование, ЭКГ, осмотр фельдшера, измерение сахара в крови и внутриглазного давления. За май это уже 3-й выезд. Каждый раз меняют локации по микрорайонам, что очень удобно для тех, кто ограничен во времени или маломобилен. Если раньше на выездные обследования больше приходили жители пожилого возраста, то сейчас молодые женщины и мужчины стали больше внимания уделять своему состоянию здоровья. По этим результатам мы обнаружили молодых людей, которые не хватает, сахар в крови не доходит до нормы, да? И это тоже опасно. Мы направляем их эндокринологу. То, что мы уже отклонение находим, да, сразу направляем по талону к специалистам. И кардиологических больных очень много тоже обнаружили и направили к кардиологу. Также сахарным диабетом наследственные молодежь, да, нашли и направили тоже эндокринологу. В Северо-Восточном федеральном университете завершилась разработка глоссария для судей, переводчиков и волонтеров. Чат-бот в приложении Telegram включает в себя разделы «Словарь», уроки тестирования, а также техподдержку. У пользователей есть возможность прямо во время проведения игр добавлять необходимую информацию. Сам чат начали разрабатывать в феврале этого года и совершенствуют до сих пор. В создании приняли участие сотрудники профильной лаборатории, студенты Института математики и информатики, а также преподаватели Института зарубежной филологии и регионоведения. Мы разработали чат-бот в Телеграме для помощи переводчикам. Там глоссарий по всем видам спорта, который пройдет во время Детьязи. И как это все устроено? Есть демо-уроки. Человек, который этим будет заниматься, он зайдет в чат-бот просто в любое время суток, да, и просто пройдет уроки. Там будут типа баскетбол, волейбол, там переводы на английском, описание. К этому часу это вся информация. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами.
с вами вновь программа «Утро Якутии». Русский язык – это язык великой культуры и просвещения. В Якутии, как и по всей стране, в рамках празднования Дня славянской письменности состоится открытие декады русского языка, во время которой пройдет очень много интересных и полезных мероприятий. А подробнее об этом нам сегодня расскажет руководитель ресурсного центра Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского, председатель русской общины Якутии Екатерина Егорова. Доброе утро, Екатерина. Здравствуйте. Ну, раз заговорили, да, про декаду, какая программа, какие мероприятия в рамках нее запланированы? Декада русского языка – это инициатива Дома дружбы народов. Мне, конечно, очень хотелось бы, чтобы это было и по всей России в том числе. Но я знаю, что по линии Министерства культуры, конечно же, очень много мероприятий. А наша сфера деятельности с реализацией государственной национальной политики, язык русский – это как язык межнационального общения, конечно, мы позиционируем так. И наши мероприятия именно в Доме дружбы народов, конечно, посвящены русскому языку. И такие проходят. Программа включает в себя очень много и творческих, и выставочных мероприятий, и мастер-классы, и концерты, и конкурсы, фестивали. У нас даже, вот, например, народы читают Пушкина, и проходит республиканский конкурс художественного слова, выставка, посвященная православию, концерты танцевальных ансамблей, в воскресенье, например, будет. И также множество других мероприятий. Это все будет на разных площадках проходить? Или только... В Доме дружбы народов в основном. Там в большом зале концертном, в выставочном пространстве галереи, в гостиной, в левом фойе, которое сейчас называется «Светлица славянских традиций». И декада с 24 мая по 6 июня, вот со Дня славянской письменности и до 6 июня, до Международного дня русского языка. А кто же может принять участие? То есть вход открыт для всех, либо надо как-то покупать билеты на какие-то определенные мероприятия? На все мероприятия декады русского языка вход бесплатный, но основные. Есть два мероприятия, которые на платной основе, это концерты, а сегодня вечером вход бесплатный, свободный, и с программой декады можно ознакомиться на сайте Дома дружбы народов или пабликах, да, в ВК и телеграм-канале. И все мероприятия доступны, телефоны указаны, можно записаться, можно даже на нашей площадке провести свое мероприятие, например, в галерее, где стоит выставка, прийти и провести какой-то урок. Мастер-класс. Мастер-класс, присоединиться к нашим мастер-классам. У нас еще уроки межнационального общения проходят. То есть телефоны специально указаны для взаимодействия и готовности сотрудничать. Ну, вот говоря про мероприятие, вот мастер-класс «Буквица» вообще, вот название такое. Насколько мы знаем, что это, что там будет? Буквица — это вот просто шедевр искусства, на мой взгляд, в русской культуре. Если вы вспомните славянские книжки со сказками, там вот первая буква, она вся витая, красивая, с растительными орнаментами или какими-то же там зверята, и цветочки, лепесточки, вот прям шедевральная эта буква. И вот такой вот мастер-класс мы проводим, чтобы обратить внимание, вспомнить про эти буквицы. Они, кстати, так и называются, буквица, да. И ребятишки могут присоединиться. У нас 3 дня на эти мастер-классы. Спокойно приходите, участвуйте. А вот как вы считаете, какое мероприятие самое интересное? Вот этот мастер-класс, либо еще есть какой-то? Я считаю, что у нас все мероприятия интересные. Я бы вот прям не выбрала конкретно. Я бы рекомендовала присоединиться прям вот ко всем, к любым, тем более, что вход доступный, и даже есть возможность участвовать онлайн. В одной из мероприятий есть телемост, там Удмуртия, Якутия, ямщики у нас объединяются, и поэтому ссылка доступна, тоже можно подключиться, послушать. А все-таки мы говорим, что на такие мероприятия нужно прийти с семьями, либо есть детская программа, есть программа для взрослых, или это вот для всей семьи? Безусловно, с семьей ходить интереснее, веселее и приятнее, и добро пожаловать, конечно, всей семьей. Ну, это мы к тому, что, в принципе, все мероприятия, они на разные возраста ориентированы. Да. Не так, что, допустим, пришел на одной семьей, детям неинтересно, или наоборот, пришел на другое, дети в восторге, родители, что мы здесь делаем. Вот в программе наших мероприятий, думаю, возможность получить удовольствие всем, и детям, и взрослым. Ну вот и говоря про детей, раз мы заговорили, вот подобного рода мероприятия все-таки как они, ну, не то чтобы как, понятно, что они благоприятно сказываются на воспитании будущих поколений, но на какие именно аспекты они влияют в воспитании? Ну вот декада русского языка направлена, конечно, на внимание, чтобы мы обратили внимание на русский язык, на то, как мы говорим, что мы читаем, как мы беседуем в обычной разговорной речи или какие встречаем
элементы именно вот в классической литературе, да, и поэтому юбилей Пушкина здесь очень даже кстати, да, когда есть возможность перечитать его произведения, поговорить о них. И у нас на выставочном пространстве даже такая зона не просто с книжками, с диванчиком и чаем. Можно прийти и почитать. Комфортно. То есть нюансы, мелочи, да, все-таки приятно, да? Конечно. Да. Спасибо большое. Давайте еще раз напомним, Екатерина, у нас с какого числа, по какое числа можно посетить ДК имени Кулаковского и влиться вот в эту атмосферу русского языка. Дом дружбы народов имени Алексея Кулаковского приглашает на все мероприятия декады русского языка с 24 мая сегодняшнего дня до 6 июня. Сегодня в 6 часов мы открываем выставку православия в Якутии, а в 6:30 даем большой праздничный концерт «На крыльях стерха и жар птицы». Ну и еще раз напомним, что подробнее с программой можно ознакомиться на официальном сайте Дома дружбы народов, а также, конечно, на страницах и аккаунтах в социальных сетях ВК и Телеграм. И там все подробно можно по минутам, по времени прям понять, когда лучше подойти. Ну а тем временем, Паш, наш пятничный эфир подходит к концу. Заканчивается рабочая неделя. Ну и, конечно, главной радостью этой недели был один из самых почитаемых якутами православный праздник Николин день. Главным украшением стола, конечно же, являлся утиный суп. В современной Якутии, конечно, уже охотятся больше не для души, наоборот, для души, а не для пропитания, потому что сегодня это такой неопределенный ритуал, это семейная традиция, которая передается из поколения в поколение. Не стоит забывать, да, вот ты правильно сказал, традицию, потому что для нашего региона охота все-таки это традиционное, можно сказать, даже времяпровождение, потому что вот так особенности исторические сложились. И сегодня, по традиции, пятницу мы завершаем чем? Чем мы завершаем? Конечно, музыкой, песнями. Это всегда прекрасно. Это еще больше пятницу, мне кажется, украшает. И сегодня популярнейшая песня в исполнении нашего соотечественника «Утиная охота». Ее послушаем. Вам желаем хорошего дня, отличных выходных. Лето уже вот-вот наступило. Уже можете с сегодняшнего дня начинать по-летнему гулять, мне кажется. До новых встреч! Плавля шорох и лиговая застыла чутко. Ай да выстрел, только повезло, опять не мне. Вечереет, и над озером летают утки. Разжирели утки осенью в большой цене. Снова осень закружила карусель мелодий. Поохочусь с ветерком по нотам, прокачусь и сыграю. Если я еще на что-то годен, и спою вам, если я еще на что-нибудь гожусь. Я помню, давно учили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать так летать, я им помашу рукой. Не жалею, что живу я часто, как придется. Только знаю, что когда-нибудь в один из дней все вернется, обязательно опять вернется. И погода, и надежда, и тепло друзей. Так поскучаем, чтобы радостней была минута нашей встречи, она еще не за горой. И весною из полета возвратятся утки, стосковавшись по родным озерам с голубой водой.
Я помню давно учили меня отец мой и мать. Лечить так лечить, любить так любить, гулять так гулять, стрелять так стрелять. Но утки уже летят высоко, летать так летать.